Является ли для меня двоюродная сестра махрамом, если ее взяли с детдома? Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Этот вопрос сколько раз повторяется, по-разному повторяется. Может, не услышал, может, да. Мы 100 раз говорили, приемный сын или усыновленный сын или удочеренный девушка не является ни сыном для них, ни этого человека, он говорит, моя двоюродная сестра, она для тебя вообще не сестра, не только не двоюродная, вот пятиродная тоже, она тебе не сестра. Она чужая девушка, которая сирота или, может, осталась, или кто-то выбросил, взяли, воспитали, за это аджр получите. Но ни в коем случае не имеет права ее назвать дочерью. И она имущество тоже не получает по шариату. От этих людей? От этих людей. То, что они отдали этому дунье, будет ей. После их смерти оставшееся имущество, да, по таотским законам могут, но по исламским законам имущество получает дочера, если нету их родителей, дальние родственники. Но это усыновленный сын или удочеренный дочь, они не являются ислам ни дочери, ни сыновьями. И даже этот отец, который взял, как они называют отцом, эта дочь выросла, он имеет право на нее жениться. Его сын имеет право на нее жениться. Он из этого... Посторонний человек. Да. Не махрам для нее. Никто она. Она должна закрываться будет, когда вырастет. Да. Там-то двоюродная сестра, он говорит, двоюродная сестру даже, хоть настоящая двоюродная сестру даже не является махрамом. Не только, который усыновленный, который удочерил. Из дома, который взяли. Даже настоящая двоюродная сестра тоже не является махрамом. Это уже дальняя родственница посчитается, и они могут даже двоюродной сестрой жениться. А так здесь мы повторяем, говорим, в исламе запрещено усыновлять или удочерять, их воспитывать сирот, большой аджр, как сказал Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, я и кто воспитал сирот, вместе два пальца поставил, вот так вместе будем в раю. Большое вознаграждение, но они чужие. Их отцы есть, их родители есть, их тухум есть, и называйте ихними фамилиями, родными фамилиями. Аллаху алям. То есть, если вот просто уточнить, когда говорится, что нельзя усыновлять, это же не имеется в виду, что не надо брать с детдомов детей, а именно, если мы уже их взяли объяснять им, что да, мы не твои родители. Да, мы воспитываем их, вырастим их, когда выросли, все ахками, все принципы, которые в исламе есть, чужие женщины, к ним тоже есть отношения, вырастут, они для тебя уединяться харам, если ты мужчина. Если женщина, сын вырос, уединяться харам, для тебя он не махрам, они чужие люди. Закрываться. Да. Но етим он вырастил, ты их замуж выдал, или же поженил, большое вознаграждение получить. Будешь с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Но, как мы говорим, усыновлять нельзя. Аллаху алям. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. Судя по комментариям, многие еще не в курсе, что прежний наш канал был удален. Так вот, это наш новый канал. Все вместе, сразу, подписываемся, смотрим актуальные тематические плейлисты, актуальные видео, делимся ими в соцсетях, в мессенджерах, среди друзей и близких. Это помогает выводить видео в тренды и способствует тому, чтобы как можно больше людей увидело этот ролик среди предложенных. Ассаляму алейкум.